Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем. Небольшое гадание у нас будет такое на замечательную тему, как пройдут ваши выходные. Вот такая интересная тема на Таро Солнца и Луны. И нагадай свое счастье. У нас будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы можете загадать любые выходные и посмотреть, как они пройдут. Итак, как пройдут ваши выходные? Сейчас мы все узнаем. Активно или пассивно. Да? Первая карта – это какое у вас сегодня настроение. Мы сейчас посмотрим. Если вы слышите чавканье, лизню, храпню, это моя собака, это мой мопс Демид. Итак, вот яблоко из полосатого оникса. Вот этот камень родохразит называется. А этот камень называется яшма. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем гадание онлайн на Таро на первую позицию. Остальные я убираю в сторону. Итак. Наше яблочко из полосатого оникса. И первая карта – это ваше настроение сегодня. Какое у вас настроение? Это принц жезлов. Карта Таро принц жезлов всегда показывает очень бодренькое такое настроение у человека. Задорное, ядреное такое. Может быть, даже вы хотите кому-то задать жару, там, да, вот кого-нибудь, может быть, отругать. Или наоборот, куда-то ехать, что-то делать, вот так активно, прям вот я все сделаю за эти выходные, да. То есть вы готовы, вот прям готовы впереди планеты всей идти и созидать, да. Ну, вообще эта карта показывает саму по себе страсть. То есть страсть к человеку, страсть к жизни, страсть к каким-то, может быть, делам, которые нужно сделать. И, конечно, это очень подвижная карта, очень энергичная, то есть настроение бодрое, настроение энергичное. Человек явно не сидит на месте по этой карте, а готов делать, готов что-то вот. Может быть, даже вы, пусть уборку во всем доме, но вот прям хотите сделать, да, вот что-то вот прям планируете такое на выходные, ну, либо поездку. Вот видите, у нас здесь на карте человек, он куда-то собрался ехать. И он, причем льва запрек, то есть прям такой вот мощный человек. Поэтому я считаю, что, конечно, карта показывает, да, что вы очень активны сегодня. И на выходные большие планы у вас. Может быть, даже на поездку, там, командировку, путешествие. Может быть, в вашей жизни важен сейчас какой-то мужчина, который должен приехать, да, вот приехать или дать о себе вести издалека. Хорошо, давайте посмотрим, а что вас ждет в выходные, вот как они пройдут. Что там будет такое, да? Ну, вот тут у нас вышла карта пятерка мечей, которая показывает, что вы можете с кем-то действительно повздорить немножко, повздорить, поспорить. Причем в этом споре вы явно победите. То есть, да, это правда. С кем-то поспорите, но победите, а потом помиритесь, умеренность. Она говорит о том, что потом вот после какого-то активного разговора, да, или вот, как сказать, спора, наступит тишина, исцеление, спокойствие, терпение, умеренность, да. Вот карта, она говорит вообще о том, что все как-то затихнет, станет так жизнь размеренно и плавно. И, ну, вообще чаще всего именно исцеление ситуации показывает. Видите, мир. То есть идет двойка мечей, вот прям подсказывает карте умеренность, да, что будет потом мир в душе после этого, вот совершенно будет другое состояние. Сначала такое, вот знаете, взвинченное состояние, острое, активное, потом вы побеждаете, да, и оно становится вот совершенно плавным, пассивным, я бы сказала, даже медитативным. Вот такое медитативное состояние. И дальше вышла карта девятка пентаклей, которая показывает действительно зону комфорта. Времяпрепровождение уже такое очень приятное. Я бы сказала, что карта часто сулит деньги, подарки или просто вот нахождение в том месте, где хорошо, да, где хорошо и где всего тебе хватает. Так, дальше у нас идет башня. Опять грянул гром.
Потом королева мечей. С какой-то женщиной, опять же, можете поспорить, повздорить, или она несет вам момент каких-то бурных событий, новостей, может быть. Но опять идет победа по шестерке жезлов. То есть вот как будто бы вы все время сталкиваетесь с людьми, которые как-то на вас пытаются наезжать, а вы все время пытаетесь прийти в некое равновесие. И дальше колесница. То есть идет победа и дорога, отъезд, или может быть какая-то поездка. Также колесница может тоже показывать момент достижения цели, кульминации в связи вот с этим каким-то спорным вопросом с женщиной. Да? То есть женщина, она несет вам негатив, она несет вам момент, может быть, какого-то скандала, но вы, наоборот, побеждаете в этом и достигаете какой-то цели. Вообще карты интересные. Вот много здесь знаков того, что вы как будто будете, как, знаете, на волне. То есть волна сначала находит, потом отходит, плавно жизнь идет. Опять же, находит волна, отходит, и опять идет момент радости. Вот как будто бы много будет разных вот эмоций, той эмоции спора, да, вот какого-то жаркого такого, то успокоение, то эмоции опять каких-то, знаете, взрывов таких, да, вот с женщиной, вот этих каких-то возмущений ваших, а потом раз и победа над этой ситуацией. То есть вот именно об этом говорят карты на выходные. Выходные явно скучными тут точно не будут, но и отдохнуть вы успеете, и побыть вот в этой зоне комфорта, и порадоваться. Ну, вот такой ответ дали карты по первой позиции. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 2. Какими же будут ваши выходные, наш Радохразит? Давайте посмотрим. Значит, Радохразит. Первая карта — это ваше настроение сегодня. Король жезлов. Ну, опять же, такое созидательное настроение. Единорог — это чистая душа. У вас сегодня чистая душа. Вы готовы что-то делать, созидать, сжечь костер, да, под звездами. Вот, знаете, карта, она показывает общение с мужчиной в первую очередь. Может быть, вы собираетесь общаться с каким-то мужчиной и долгое время выходные, и поэтому она выпадает, да, и настроение пообщаться. То есть вообще король жезлов — это всегда общительное настроение. Всегда человек вроде как и свои правила старается в обществе задавать, но и пообщаться он очень хочет с людьми. Вот понимаете, вот так. И с другой стороны, эта карта, она показывает созидание, ну то есть желание создать вокруг себя хорошую, приятную обстановку, может быть, наладить какие-то контакты с семьей, например, с друзьями, посидеть с друзьями. И также, ну, обустроить в доме что-нибудь. Или там во дворе, например. То есть вот такая карта. Вот она именно никогда не показывает пассивность, а общительность и деятельность. Давайте посмотрим, что у вас будет в выходные. Что будет в выходные. Вышла карта смерть, перерождение. Видите? Death, rebirth, да? Смерть, перерождение. Птица Феникс. Дальше, значит, восьмерка мечей. И дальше, значит, солнце. Вот смотрите, какие карты интересные. Они показывают, что что-то воскресает. Вообще, что такое птица Феникс? Вот ее значение, да? Это когда что-то возрождается из пепла прям. Получается, что в выходные, ну, будет такой момент осознания, да, что вы от чего-то освободились, да, вот смерть рядом с восьмеркой мечей, вы от чего-то освободились, от оков каких-то жизненных, от трудностей, и наступил момент радости и счастья, солнца. Но вы как вы воскресаете или что-то воскрешаете прям-таки из пепла, вот как будто, вы знаете, вот что-то сгорело в пепел, а потом оно восходит, да, вот воскрешается, и становится момент счастья. То есть вы прямо вот это осознавать будете в выходные, что именно что-то восстановилось, возродилось, воскресло. Вот так. Вернулось что-то. Интересно. Может, вернулась чья-то свобода, например, или ваша свобода в жизни. Дальше четверка кубков. Но вообще вот эта карта, как четверка кубков, да, она показывает все-таки момент расслабления под луной. То есть, вот знаете, как человек медитирует ночью или что-то такое. Тут интересно довольно-таки. Ну, тут есть, да, вот луна предлагает чашу, а человек пока этого не видит. Но он сидит на лотосе. То есть момент как медитации, самосозерцания, осознавания. Дальше, значит, иерофант. Опять же, момент обучения какого-то. Вот
как будто встречаете своего учителя, чему-то учитесь на выходных. Может, идете на какую-то учебу. Туз мечей. Блестящая идея будет. И шестерка мечей. Продвигаете эту идею, или с помощью этой идеи уходите от проблем. Или дорога. Но дорога, опять же, избавляет от проблем и трудностей. Прорыв идет в жизни, понимаете? Вот как будто бы человек что-то восстановил. Сначала получил момент большого счастья, успокоился, помедитировал, обучился чему-то. Получилась прекрасная идея, и он или отправился в дорогу, да, или изучает эту идею, чтобы избавиться от жизненных проблем. То есть неделя. Выходные очень созидательные, потому что они задают тон на всю неделю будущую. Они создают как бы начало чего-то, понимаете? Как будто на выходных человек осознал, вот, что ему нужно дальше делать. И на неделю задает старт, вот так. И получается, что карты-то такие прям светлые, интересные и кардинальные. Именно кардинальные, потому что смерть перерождения просто так не падает. То есть идет именно момент, что человек как будто бы что-то заканчивает, начинает новое, освобождается от оков прошлого, освобождается от пут каких-то проблем и трудностей. Интересно. Птица Феникс вообще знак. Особенно, вот, допустим, для скорпионов знак, для козерогов знак. Что идет вот момент именно как восстановления такого. Да, это вообще для многих талисман, и ее многие используют именно как талисман птицу Феникс. Ну, такая позиция номер 2. Интересная такая позиция. Идет позиция номер 3. Гадание онлайн на Таро. На Таро Солнца и Луны. Наша Яшма. И как у вас пройдут выходные. Смотрим ваше настроение. Тут у нас карта Таро, семерка кубков. Настроение мечтательное. Я бы сказала, влюбленность. Или, может быть, ну, думаете об отношениях. Или просто, вот знаете, как парите в своих фантазиях, да, в каких-то... Может быть, что-то придумываете. Или расслабляетесь, пытаетесь любить этот мир. Любить человека, любить этот мир, любить себя, может быть. Ну, вот кайфовать от жизни, витать в облаках. Понимаете, вот такая карта. То есть настроение, в принципе, хорошее, такое влюбленное, приятное. И впечатление от этой карты в этой колоде очень приятное. То есть тут прям люди друг друга обожают, любят. Может быть, вы на пороге прорыва в отношениях, в плане романтики, там, да, под луной. И поэтому эта карта выпала. Интересная карта. Романтичное настроение, да, такое? Хорошо, давайте посмотрим, как пройдут ваши выходные. Звезда. Вот видите, карты как-то похожи, да, друг на друга чем-то. Такая тоже приятная, романтичная карта. Тут луна, тут звезды. Вот. Ну, конечно, карта говорит о том, что выходные, ну, могут исполняться мечты, или человек может действительно постоянно просто о чем-то мечтать. Видите, восьмерка пентаклей. Дальше идет созидание и творчество. Вот как процесс творения какой-то. Ну, кто-то, конечно, по этой карте сходит на работу в выходные. Десятка жезлов, да. Можете загрузить себя работой. Вот помечтали, повитали в облаках, поняли, что ваши все мечты сбудутся, да, и может быть, правда, какое-то желание по звезде исполнится, а потом пошли на работу и загрузили себя этой работой. Но это может быть работа по дому, по огороду, там, я не знаю, уборка снега, у кого что. То есть, может быть, всю квартиру решить или дом отмыть, переставить мебель. Дальше опять свидание. То есть поработали перед свиданием, да, перед моментом объединения в пару. Что это значит? Ну, как, может быть, романтика какая-то вас ждет на выходных, признание в любви, влюбленные, то есть отношения. Так у вас и сейчас момент, вот знаете, как объединение в отношения. Или там конфетно-букетный период с человеком, которого вы любите. И вот как отношения какие-то, то ли завязываются, то ли продолжаются, семья, там, дети, я не знаю. Вот любит вас человек, и все тут. Дальше колесо. Туз кубков. Вот видите, опять жизнь поворачивается в сторону любви. Может быть, поездка, связанная с романтическими отношениями и переживаниями. Семерка жезлов. Семерка жезлов и десятка мечей.
в споре в каком-то вы не сможете отстоять свою позицию, значит, так и не начинайте этот спор. Вот знаете, карты как показали, что на любовь вы очень настроены. И на то, чтобы сделать либо уборку, либо сходить на работу тоже. А вот на то, чтобы с кем-то поспорить, вы не настроены. И где бы вы ни оказались, куда бы вы ни поехали, с любимым человеком или с семьей, что бы вы ни делали, ни с кем не спорьте, потому что это бесполезно. То есть карты говорят, вы начнете этот спор, а отстоять его не сможете. Вы будете неправы. И это просто испортит вам настроение, не более того. Поэтому, ну, карты здесь вас предупредили на выходные, да, чтобы вы ни с кем не спорили, и все, не начинайте. То есть, как бы вы ни пытались, это не получится, и поэтому лучше не начинать. А в остальном выходные будут прекрасные, я считаю. И много чего сделаете, да, созидание идет такое. И в то же время будут моменты для свиданий, любви, любовных переживаний каких-то приятных. Может быть, подарков от любимого человека, окружение вас теплом, заботой. И, может быть, даже место будет для какой-то дороги и поездки. Или кто-то приедет к вам. Но это все равно связано с отношениями. Ну, вот такой ответ дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.